отставку главы Республики Башкортостан Рустема Закиевича Хамитова. Вас приветствует коллектив заслуженного артиста, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата множества премий Роберт Юлдашев и группа Бурайсес с его коллегами. Проходите, не стесняйтесь, для вас работают входы. Заходите на территорию, пожалуйста. Проходите, митинг сегодняшний санкционирован. Спасибо. Люблю тебя, судьба моя, воплощение рая, твоя красота, земля моя. Словно ветер мая, светла и чиста, наш мир. Лишь чистый край, где наша земля, Россия.
помните, кто вы? Зурахмат, огромное спасибо, девушка. И мы рады вас приветствовать на санкционированном митинге. Меня зовут Роберт Юдашев. Мы хотим сказать, что мы очень рады, что отклик получили с многих регионов. Много музыкантов и артистов хотели с нами поучаствовать сегодня, но мы за часовую программу не смогли бы всех увидеть. Поэтому вот сейчас вот приглашаем гостю нашу из Оренбурга, города Кувандык, Юлия Мардамшина. Будьте добры. Пожалуйста, поддержите. Добрый вечер. Еще одна наша гостья из Челябинской области. Вы знаете, мы с ней познакомились на одном мероприятии. Эта девочка вообще не знает башкирский язык. И она выросла в городе. Но она чувствует свое сердце. Она слышит голос своих предков. Она начала изучать язык родной своих прадедов. И вот сейчас вот она споет нам песню на башкирском языке. И вот я вот вижу здесь плакат. Защитим башкирский язык в области образования. Это каждый язык, каждая культура, это большой подарок Создателя. И чтобы у нас открывались ворота счастья и благосостояния, нужно очень уважительно относиться к каждой культуре, к каждому языку. Это очень большой подарок для нас. Мадина,
Рахимет. Хамахры. Seskeler, ya buradayı. Seskeler, akhalar, yer bir bege. Kişiler, seskeler, ulanlar, hislerim, asalar, yaratalar. Doyalı ses gelirse buraya gidelim muhabbetim.
Да, еще следующая песня, композиция Ватандашарма. Соотечественника. Стас, давайте вас познакомлю перед этим. Стас, главный редактор. Круто, все вместе! Поход миллиарды, поход уже. Спасибо большое. Надежда Мажитова, Зур Рахмет. Мы рады были бы Мадиной альбом записать. Такая тяга к твоей традиции, к твоей культуре. Зур Рахмет за это. Зур Рахмет. Юлия Мартаншина. Yeah.
Спасибо. You don't know it. I say you did, you that's you, is you, was you, would you, could you, how you should love nobody but me. Your mind, no peace, you are, you is some meaning, I see it, I did it, I don't, I do, you can, you shan't love nobody but me. That's all, that's right. I witness there's no miss, no more, my heart don't lie. But tell me one more time, you won't know way. I say you did, you dance, you eat, you want, you would, you could, you how you should love nobody but me. That's right. I witness there's no mix, no matter my heart don't lie. But tell me one more time, you won't know way. I say you did, you dance, you eat, you was, you would, you could, you how you should love nobody but me.
Мы любим и уважаем все культуры, поэтому пусть будет всем хорошо. И джаз тоже умеем петь. Но вот сейчас мы пока ждем вокалистку, которая поет русские народные песни, романсы. Еще хотим одного нашего талантливого молодого человека позвать на сцену. Это будут песни из репертуара группы Дервиш Хан. Помните, как Ванга сказала? Она говорит, когда в России мертвые станут в один ряд с живыми, Россия будет самой сильной страной на земле. Поэтому вот пусть будет это салям от солиста Дима Менена. Как вы знаете, он мир ему перешел в мир другой. Поэтому, иншаллах, пусть будет так, как предсказала Ванга. Пусть наша Россия снова станет самой сильной. Пусть будет мир на земле. Рахмет. Нисек баргым, тик шулай бул. Окшамады тәндәргә. Теләгәндә иргәләп ал. Әрләгән диләрлә.
я балар. Это был всем салям большой. И еще раз мы хотим представить нашу исполнительницу русских народных песен и еще нашу очаровательную. Встречайте, Арина Трофимова. Утром звонкий смех, слезы вечера. Ты сгоревший край, гонит ветер прочь,
все земли мои не понять уже. На заре весны, даль безбрежная, тише не слышны, песня нежная. Я не знаю, где счастье прячется, и смеется мне, а не плачется. Сударыня, ты моя, три кармана, первый карман с орехами, второй карман с деньгами. О, барыня, ты моя, сударыня, ты моя, с деньгами. Thank you.
стояли, журавли кричат, а под белыми снегами три солдаты в бой суровый за согретую подругу, за твою Россию, родной земли. Три солдаты в бой суровый за согретую подругу, за твою Россию, родной земли. Арина Трофимова, ваши аплодисменты, друзья. А теперь на сцену приглашаются обладатели номинации Russian World Music Awards среди 150 коллективов, победители международного музыкального турнира «Терем Кроссовер» среди 70 коллективов из 17 стран мира, обладатели номинации «Открытие» на международном музыкальном фестивале «Сотворение мира» 2011 группа «Курайсе». Ваши аплодисменты. А также народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной премии имени Шайхзада Бабич, 4-кратный обладатель гран-при конкурсов кураистов Роберт Юлдашев.
Это была музыка Азалата Азнагулова. Зурахмат, хайрли кис, хадрли дуфтар, ассаляму алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на санкционированном митинге, чему посвящен, вы сами понимаете. Но я хотел, прежде чем сюда придут и будут говорить, две вещи только напомнить. Мой дедушка в послевоенные годы был бакинщиком на берегу реки, жил на берегу Агиделя. Он был профессиональным рыбаком. На другом берегу от него жила русская семья. Звали его Сергей. И вот однажды к Сергею приехала послевоенные годы, представляете, да, кушать нечего. И народ как-то старался что-то снова построить, снова сделать. К Сергею приехали много-много родственников и друзей. И вот он говорит: Тухват, мне, говорит, их кормить нечем. И в этот момент мой дедушка Тухват, сколько там было запасов рыбы, там все запасы отдает Сергею. И вот так вот, как бы, вот такая ситуация, вот мне недавно рассказали. И потом такой случай случается. У моего дедушки было 7 детей. И одна единственная корова, которая после пастбища не вернулась домой, она потерялась. И тут Сергей говорит: Тухват, как же ты будешь своих детей без молока? Возьми мою одну корову. И вот так вот жили послевоенные годы. Вы знаете, что бы мы сейчас сегодня не говорили, пусть будет так, пусть ваши намерения сбудутся, пусть примут ваши молитвы и ваши желания. Дело в том, что мы в силу своей профессии ездим по многим регионам России. И вот получается, у нас есть возможность сравнить, как живут, допустим, вот во времена с Гариком Сукачевым ездили 2005, 2006, 2007 год, как жили люди во всей России, как жили в Башкортостане. И сейчас мы проезжаемся по всей России, и что творится в Башкортостане. Поэтому мы что-то такое нужно делать. Просто дальше так нельзя. Мы не за себя просим. Пусть, как в Урал-Батыре эпосе, помните, самый последний момент. Урал-Батыр приносит живую воду, и ему Хумай говорит: пей воду, Урал-Батыр, ты будешь жить вечно. И он в этот момент пьет воду, то есть набирает в рот и вокруг расплескивает. Пусть, говорит, мой народ живет. Поэтому, иншаллах, пусть будет мир на земле. Пусть будет наша Россия снова сильной, чтобы был баланс на земле. Пусть будет нашим президентом Путин, ведь рядом с ним должен быть сильный тыл. Зур Рахмат. Спасибо, Роберт, и остальные артисты. Еще раз вас приветствуем на нашем митинге. Сейчас сегодняшним организатором митинга является общественная организация «Конгресс башкирского народа». Но в организации, в помощи и в участии в нем заявились сразу несколько организаций. Это и спортивные федерации хоккея Республики Башкортостан, карате, дартс, это и другие федерации. Это представители ипподрома Акбузат, это представители движения Антикранашпан, национальные организации, в том числе Конгресс татарского народа Республики Башкортостан, это БО Башкорт и многие-многие другие. Здесь представлены сразу несколько районов Республики Башкортостан. Поэтому это наше общее дело, это наш общий митинг. Сейчас для приветствия предоставляется председателю Конгресса башкирского народа Фергату Байрамгулову. Добрый вечер, Уфа! Добрый вечер, башкортостанцы! Добрый вечер, друзья! Мы очень рады видеть вас на нашем митинге. Митинг за отставку главы Республики Башкортостан Хамитова. Я прошу вас поднять все лозунги выше, чтобы все видели это все. Какие у нас есть проблемы, о чем нужно сегодня говорить. Пожалуйста, не стесняйтесь, не боитесь, поднимайте выше. Я являюсь руководителем общественной организации «Конгресс башкирского народа». Она сегодня выступает инициатором, одним из инициаторов организации сегодняшнего митинга. Есть нам о чем говорить. Мы являемся представителями общественности Башкортостана.
Сегодня на наших глазах республика из регионов доноров перешла в разряд дотационных. Официальные сводки, которые получает федеральный центр, одни, а действительности абсолютно другая, совершенно нерадужная. В республике размывается основа стабильности, как в общественно-политическом, так и в социально-экономическом плане, так и в межнациональных, межконфессиональных отношениях. Теряется привлекательность региона. И это все происходит в течение 7 лет. Вчера исполнилось 7 лет, как наша республика руководит Рустем Хамитов. Какие же результаты этой 7-летки? Мы видим 3 основные беды в нашей Башкортостане. Небывалый низкий уровень доверия к власти, а вернее полное недоверие к ней со стороны населения. Руководители республиканского уровня стали главными фигурантами коррупционных скандалов. У жителей сформировалось четкое мнение, что республику распродают и делают это в спешном порядке, невзирая ни на какие возмущения со стороны населения. Из всех инвестиционных проектов, заявленных Хамитов на протяжении 7 лет управления республикой, заработал только один проект – деревообрабатывающий завод «Кронашпан» в пригороде Уфе. Но это производство оказалось экологически вредным и травит население города Уфы. Идет распродажа республиканских активов, которые жители республики, мы с вами воспринимаем как коррупцию. Уровень доверия ко всем уровням власти в республику упал до никогда не виданного уровня. Единства нет ни в самой системе власти. Это ярко показали скандалы в районах и городах, инициированные местными депутатами. Легитимность Хамитова держится только за счет высокого рейтинга нашего национального лидера Путина. В Башкирии, Башлыку уже давно никто не верит. Спасибо. Упадок социально-экономической сферы общества. Башкортостан стал дотационным регионом. Столько десятилетий мы были опорным краем нашей державы, а теперь ждем помощи от Москвы. Разве это не позор? Реальный сектор экономики ужался до минимума. Фактически в республике не осталось промышленности, развалено сельское хозяйство. Все это сказывается на обществе. Идет снижение уровня жизни населения, прогрессирует безработица, увеличилась смертность, участились суициды. Чтобы прокормить семью, люди чуть ли не с целыми деревнями уезжают на заработки за пределы республики. Катастрофическая ситуация на юго-восточных районах. На заработки уезжают не только мужчины, но и женщины, чтобы просто-напросто выжить сегодня в этом сегодняшнем мире. Межнациональная проблема. Сегодня, последние 7 лет, в республике стали периодом целенаправленной антибашкирской политики. Башкир системно вытесняют из общественно-политической деятельности, увольняют с руководящих должностей в органах государственной власти, здравоохранения, образования, науки, промышленности и в других сферах. Высококвалифицированных заслуженных специалистов оставляют без работы. На законодательном уровне были кардинально сокращены объемы изучения государственного башкирского языка в образовательных учреждениях. Серьезно ухудшилось удовлетворение национально-культурных потребностей других этнических групп республики. Сегодня на этом митинге присутствуют представители татарских, русских, чувашских, марийских организаций. Они могут сами об этом сказать. Подтвердить мои слова, в наши дни обкрадывается главное богатство Башкирии – дружба народов, межнациональное согласие. Со стороны государственных органов идет игнорирование этнокультурных прав и запросов населения. Разрушили слаженную и хорошо себя зарекомендовавшую систему национальной политики и породили ворох проблем в этой сфере. Дорогие друзья, сегодня нужно немедленно решать накопившиеся проблемы в сфере национальной, религиозной, молодежной политики, экономики, науки и образования, здравоохранения, сельского хозяйства, демографии, экологии и, конечно же, спорта. Однако, по нашему глубокому убеждению, нынешняя администрация решать их не способна. 7 лет прошедших были потрачены лишь на пустые обещания, которым ни один уважающий себя человек уже не верит и на разрушение того, что было создано при предшественнике Хамитова. Если у нынешнего главы республики сегодня остались совесть и мужество, то он должен немедленно подать в отставку. В отставку его!
Остапович. Слово «Кроношпан» стало символом боли, наплевательского отношения власти к жителям республики и города Уфы. Поэтому я на эту сцену сейчас приглашаю представителя группы «Стоп Кроношпан» Веру Попову. Пожалуйста, Вера. Здравствуй, Уфа! Здравствуйте, гости столицы! Сейчас, когда мы там стояли, может быть, кто-то обратил внимание, Орел сделал несколько кругов почета над площадью. Орел является, не только символом родов Башкортостана, он является также символом перерождения. Я надеюсь, что Башкортостан переродится, потому что сегодня Башкортостану обрезали крылья. И еще я надеюсь, что это некое такое благословение наших предков, что все, что мы сегодня делаем, это правильно, и что все будет хорошо, потому что повод, по которому мы собрались, он очень серьезный. Фергат Медхатович перечислил уже несколько тем, несколько предметов, которые будут. И вот та тема, которая, лично моя, не только моя, но и всего города, с которой выступаю я, это незаконное строительство завода «Кроношпан» в зоне санитарной охраны водозаборов. Я коротко вернусь к истории. Летом 2013 года началось строительство завода возле Уфы. Тогда это вызвало массовый протест населения. В чем была суть претензий граждан? Первое. Завод является взрывопожароопасным производственным объектом. Он сопровождается отходами фенола и формальдегида. И этими выбросами могут отравиться жители близлежащих поселков. Их больше 50 тысяч человек. Его разместили в охранной зоне выше Уфимского водозабора. А это угрожает массовым отравлением людей, то есть жителей города Уфы, все, кто приходит вечером домой, открывает краны. То есть вот эта вода в любой момент может пойти полностью отравленная. Завод оснастили горелой производственной линией, которая была приобретена в городе Ливерпуле уже после сгоревшего завода. Этот завод отравил 10 тысяч жителей в Англии. Особое недоумение горожан вызывает тот факт, что сам господин Хамитов, он в прошлом эколог. И почему он допустил Кроношпан, несмотря на все его обещания, совершенно непонятно. Далее, по БСТ, по различным проправительственным средствам массовой информации, конечно, обещали, что завод Кроношпан принесет какие-то прибыли. Однако, читаем пункты инвестсоглашения, которое до сих пор не опубликовано официально, и нам не удалось даже получить полную его версию через суд. Хотя суд отправил письмо правительству Республики Башкортостан, чтобы это инвестсоглашение им прислали. На что правительство прислало отписку: соглашение представлять не будем, все будет экологически чисто. Почему соглашение не было представлено? А вы только послушайте, что там республика пообещала. Проложить железнодорожные пути, автомобильную дорогу, сети электрогазоснабжения, водоснабжения, ливневую канализацию, связь, телефонию, радиофикацию к территории завода, ввести в эксплуатацию парковочные места для грузовиков и легковых автомобилей, приобрести лесозаготовительные машины, лесопильное оборудование, а также развить сеть автомобильных и лесохозяйственных дорог на территории всей республики для удобства доставки древесины на деревообрабатывающий комбинат. Сверх того, оговорено, что объем обязательств республики может быть увеличен до необходимого размера. Рустем Закиевич, где выгода? Может быть, это сдача без боя, а не инвестиционный проект? Земельный участок для завода «Кроношпан» также представлен с нарушениями, и были открыты уголовные дела. Массовый протест граждан привлек внимание руководства страны. Президент инициировал проверку, которая подтвердила, что доводы протестующего населения абсолютно правы. Был внесен ряд замечаний и рекомендаций, однако замечаний центра учтены не было. Вопрос: что это, как не объявление войны населению? С 2013 года у нас идет противостояние Кроношпану в судах, и есть победы. 30 сентября 2015 года Верховный суд Российской Федерации подтвердил аргументы общественников, что размещать завод в зоне санитарной охраны водозаборов нельзя. Но это решение суда было проигнорировано нашей властью. 13 января 2017 года Верховный суд уже Башкортостана признал, что проектная документация не только очистных сооружений, но и вот того завода, который сейчас функционирует, она тоже незаконна. Мы запросили исполнительный лист, на что дело было спрятано, и в скором порядке было отменено в президиуме суда 15 марта.
Несмотря на неустранимый дефект, то есть завод продолжает работать, но он не может работать, так находится выше водозабора в зоне санитарной охраны. Более подробно про разрешение на строительство на следующей очереди, которые не могут быть выданы без государственной экологической экспертизы, расскажет председатель Зеленой лиги Тамара Хабибуллина, в конце, если хватит времени. Сейчас я хочу сказать, что 18 июля мы подали иски на следующей очереди заводов. То есть мы и дальше будем признавать свою документацию недействительной, потому что у нас есть очень серьезные аргументы. Однако я хочу сказать, что на суд оказывается чрезвычайное давление. Предположим, в последнем суде 22 июня истцов, то есть нас, удерживали в зале суда 12 часов и не выпускали даже на отправление естественных нужд. Дважды одному из истцов, Курелли Ирине, вызывали скорую помощь, но заседание продолжалось, несмотря на наши просьбы отложить. Представителями Кроношпана, то есть представляя сторону Кроношпана, ответчика сторону, представьте себе, сотрудники правительства Республики Башкортостан и Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан. То есть те, кто должен был защищать водозабор всеми силами, с кровью. Что мы вас просим, с какой просьбой обращаемся? Мы просим вас всех поддерживать нас в судах слушателями. То есть слушатели в судах, если бы их не было 22 числа, нас бы в зале суда, возможно, избили, убили, я не знаю, что бы было. То есть из-за того, что были слушатели, мы каким-то образом в тот день вышли из зала, из суда живыми. Есть группа ВКонтакте, 1000 слушателей. Мы там выкладываем все суды, на которые идем. Мы решили ходить не только на суды по Кроношпану, но и дисциплинировать суды в других областях. Так что, если вам нужна поддержка слушателей, пишите в группу 1000 слушателей, либо пишите лично мне. Мы всем поможем. И краткое завершение. Нет, я еще не все. Мы считаем, что действующий глава региона несет всю полноту ответственности за происходящее, в том числе и в судах. Он несет ответственность за инвестиционный проект. В обсуждении его, конечно, принимали участие ведущие министры, то есть представители всех ведущих министерств. У нас есть этот поименный список, мы уже называли этих людей. Но, тем не менее, за их действия несет ответственность Рустем Закиевич, потому что это его команда. Поэтому мы считаем, что вина за все и за ту ситуацию, которая сейчас в Республике Башкортостан, это вина Рустема Закиевича. И мы за отставку Хамитова. Уходите, Рустем Закиевич. Спасибо. Дорогие друзья, давайте за то, что эколог Рустам Закиевич Хамитов своей собственноручной подписью допустил экологическую катастрофу в нашем доме, в городе Уфе. Выскажем свое презрение. Я скажу 1, 2, 3, а вы 3 раза крикните: Хамитов, уходи! 1, 2, 3! Хамитов, уходи! 1, 2, 3! Хамитов, уходи! 1, 2, 3! Хамитов, уходи! Так держать! Спасибо. Республика больна, но больно ее здравоохранение. Симптомы проявляются так, что уже болеют не только больные, но болеют уже и сами медики. Слово предоставляется медикам, руководителю Республиканского клинического госпиталя ветеранов войны Халилю Мустафину и профессору Фанилю Шамигулову. Добрый вечер, Уфа! Добрый вечер, башкортостанцы! Огромное спасибо, что вы пришли поддержать нас. Важнейшей ценностью в нашей жизни является здоровье человека. Оно определяет качество жизни любого из нас. И именно поэтому сбережение и укрепление здоровья населения являются государственно значимыми задачами. Медицина в Башкортостане всегда была на достаточно высоком уровне. Я врач. Прошел все ступени врачебной деятельности. Работал и заместителем министра здравоохранения. Поэтому хорошо это все знаю. Моя активная жизненная позиция, гражданская позиция не позволяет мне молчать сегодня. Поэтому сегодня я здесь. Работая главным врачом госпиталя ветеранов, прекрасно осознаю, что после моего выступления, скорее всего, начнутся гонения и проверки, и велика вероятность моего тоже увольнения с поста руководителя. Конечно, не хотелось бы, чтобы пострадал высококвалифицированный коллектив госпиталя.
Но то, что происходит в здравоохранении за последние 5-6 лет, пугает и настораживает. Правительство республики отчитывается о многомиллиардных вливаниях в медицину. Действительно, расходы бюджета по строке здравоохранения, физическая культура и спорт ежегодно растут и составляют в пределах 18-20% от всех затрат. Но каков результат этих вложений? Приведу некоторые цифры по республике Башкортостан за последние 5 лет. Число больничных коек сократилось на 2216 коек. В разрезе регионов Приволжского федерального округа по числу больничных коек на 10 тысяч населения Башкортостан перешел на 10-11 место. Число фельдшерско-акушерских пунктов уменьшил на 139. Значит, что 139 населенных пунктах республики остались без элементарной медицинской помощи. Число пациентов, умерших в стационаре, увеличилось до 1886 человек. В том числе количество умерших детей в возрасте до 1 года на 111 человек. Детей. Республика Башкортостан по младенческой смертности занимает лидирующие позиции при Приволжском федеральном округе. По показателям смертности людей в трудоспособном возрасте, общей заболеваемости населения, Башкортостан попал в 6-ю десятку среди субъектов Российской Федерации, то есть практически в хвосте регионов страны. В 2016 году в Башкортостане родилось на 3000 детей меньше, чем в 2015 году. Но по темпам падения рождаемости республика оказалась в числе худших регионов страны. Если в Российской Федерации снижение рождаемости составило 2,6%, в нашей республике, к сожалению, почти 6%. Ежегодное число лиц, лечившихся и отдыхавших в санаториях нашей республики, детей и взрослых, сократилось на 34 тысячи человек. Количество детских оздоровительных лагерей, задумайтесь, 723 лагеря закрыты у нас на сегодняшний день. Республика перешла в 6-й десяток медицинского рейтинга. В плане обеспеченности врачами, больничными койками при возросшей нагрузке на специалистов различных профилей. Имеется острая нехватка врачей в первичном звене здравоохранения, где трудятся в основном доктора пенсионного, предпенсионного возраста. В тяжелейшем положении оказалось сельское население. На прием к врачу нужно ехать как минимум в райцентр. Здесь сегодня многие районы республики представлены своими делегатами. А чтобы получить более-менее качественное лечение, надо ехать в Уфу. Как я уже сказал, что за последние годы в деревнях закрыли 139 ФАПов. В то же время, по данным Минздрава республики, 39 сохранившихся ФАПов вообще не работали из-за отсутствия специалистов. Если сейчас нет денег, то поехать к врачу и обследоваться он вообще не сможет. А при сегодняшней безработице население такое сплошь и рядом. В итоге все чаще начало развития тяжелейших заболеваний медиками пропускается, а вероятность смерти пациента повышается. Так глубинка нашей республики вымирает. Многие изменения здравоохранения руководства республики объясняют оптимизацией. Но оптимизация в стране делалась для повышения эффективности медицины и заработной платы медицинских работников. А в нашей республике в основном ограничились сокращением больниц и медперсонала, что в итоге привело к снижению доступности медицинских услуг. Уфа на себе ощутила, что это такое оптимизация. В последние годы только в городе Уфе были реорганизованы путем поведения больница 13, поликлиника 35, поликлиника 33, 50, больница номер 3 и поликлиника 47, поликлиника 40, детская больница номер 17, детская поликлиника номер 8. И что? От этого людям стало лучше? Совсем наоборот. Объединенные больницы стали трудноуправляемыми, качество их работы ухудшилось. Большую тревогу на сегодняшний день вызывает предстоящая продажа наших республиканских здравниц. Все они сегодня переведены в общество ограниченной ответственности,
где легче будет их распродать. А ведь санатории наши являются действительно достоянием республики. Есть угроза, что мы вообще потеряем это народное достояние. Результатом личных интересов больших руководителей нашей республики стала кадровая чехарда в здравоохранении. Руководители учреждений без объяснения причин увольняют, на его место ставят своего человека. Вот рядом со мной стоит министр здравоохранения, который проработал 3 года, ходит без работы, без объяснения причин, уволенный. Бывший министр здравоохранения. И, к сожалению, все чаще врачей увольняют по национальному признаку. Получается парадокс. В здравоохранении не хватает специалистов, а уволенным опытным организаторам здравоохранения не дают работать. Здравоохранение сегодня является одним из главных раздражителей для жителей республики. Население недовольно низким уровнем доступности и качества медицинских услуг. И это недовольство обоснованно нарастает. Запугивание врачей, поборы, систематические нарушения трудовых отношений стали обыденным явлением. Многие сотрудники государственных медицинских учреждений, как вы знаете, уходят в частную медицину. В республике растут доля платных медицинских услуг. Пациенты вынуждают прибегать к платному обследованию и лечению, а малообеспеченные люди оказываются лишенными возможности полноценно обследоваться и лечиться. Людей провоцируют на миграции в более крупные населенные пункты, где медобслуживание пока еще есть. Считаю, что все творимые безобразия в области здравоохранения происходят при преступном попустительстве властей республики. Уважаемые друзья, в здравоохранении Башкортостана накопился огромный клубок проблем. Они усиливаются, касаются каждого жителя республики. Время доказало, что при действующих руководителях республики решить эти проблемы невозможно. В заключение, главу республики и его команду в отставку. В отставку! Добрый вечер. С первых дней своей работы Рустем Хамитов начал свою работу по здравоохранению с массовых увольнений опытных профессионалов своего дела, главных врачей крупных лечебных учреждений. Можно их перечислить. Почему я вынужден об этом говорить? Потому что на их места пришли, как сказал в свое время один известный политик, пришли люди, которые 3 улицами не командовали. Так были уволены в первую очередь главный врач 21-й больницы, депутат Государственного собрания Хафизов Надир Хасанович, главный врач больницы скорой медицинской помощи Ишмухаметов Гафур Шакурович, главный врач 18-й больницы Куватов, смещена должности главный кардиолог профессор Карамова Ирина Марсиловна, главный врач 5-й больницы Нелюбин. Все эти люди очень много вложили своих сил, опыт и знания для развития здравоохранения в республике. Это очень известные, опытные руководители. Вот кого же на сегодня на их места поставили? И куда вы приходите за получением медицинской помощи? Я вот как врач могу сказать, сегодня очень страшно прийти в любое лечебное учреждение за получением медицинской помощи. Все вы начинаете подключать родственников, звонки, потому что на сегодняшний день медицинская общественность разобщена очень сильно. Люди не могут понять, почему тысячным коллективам приходят руководить люди, которые совершенно не имеют опыта работы. Врача подготовить можно. 7 лет учебы, потом несколько лет практической работы, может получиться хороший врач. Но опытный руководитель получить очень сложно, потому что этому нигде не учат. Опытный руководитель должен иметь, кроме клинического мышления, финансово-хозяйственные деятельность, как вести кадровые вопросы, все остальные, потому что это знамя любой больницы. На сегодняшний день у нас таких людей практически во главе лечебных учреждений нету. Это я как профессионал, как медик, который много лет работал, я всех знаю поименно, у нас 100-тысячный коллектив был, сейчас их сильно разбавили всякими аутсорсингами. На сегодня увольняют санитарские звено, говорят, вместо вас будет уборщица работать. Люди при этом страдают. Необходимо отметить, что 4 года тому назад решением президента республики тогда, Рустемом Хамитовым, был уволен некто Анвар Бакиров. Тогда он работал первым заместителем министра здравоохранения. Ровно через год этот человек назначается министром здравоохранения. Вы сегодня когда-нибудь его видели по телевидению? Почему сюда не приходит и говорит, что творится здравоохранение? Совершенно немыслимые вещи творятся, потому что
сотни людей судятся с лечебными учреждениями. Десятка людей, можно сайт открыть, посмотреть, уже выиграли миллионные суды, потому что некачественно оказывает медицинская помощь пациентам. Разговаривать с родственниками нехорошо. Но всякие поборы, все это происходит, все это по нарастающей. Кто-то же должен выйти хотя бы по шапке дать этим людям. Министру тому же. Где у нас вице-премьер Сагитов? Вот я лично пытался 8 месяцев к нему попасть. Хотел у него, ему посмотреть в глаза, спросить, что творится? В чем моя вина? Не только моя. Здесь у меня стоят 2-3 сотрудника, не мои, а главные врачи, которых приглашали министерство, ставят глушилки, чтобы мы ничего не записывали. И говорят, Рустем Хамитов велел вас убрать с этой должности. Мы говорим, за что? Создали какую-то комиссию при аппарате президента. Якобы они решают, кто достоин стать главным врачом, кто не достоин. И при этом какие-то, мягко говоря, люди, которые совершенно не понимают, что нужно делать, приходят руководить людьми, коллективами большими. Это просто очень опасно. Расстроить коллектив очень быстро можно, собрать его практически невозможно. То же самое происходит в республике. Хочу сказать несколько слов по санаториям. В прошлом году, в 2016 году, санаторий решением правительства республики, ну лично, естественно, Хамитова, Рустема Хамитова, из перечня стратегических предприятий, в первую очередь, были эти санатории убраны, исключены. Не только 10 санаториев. Вспомните, ребята, вот здесь стоят Талкасы. Что такое Талкас для Баймакского района? Что такое Янгантай, Яктукуль или там Красноусольский санаторий? 10 санаториев, Губмедтехника уже в августе выставлен на продажу. Там работают 200, 300, 500 человек. Где они окажутся? Уже переведены в этом году ООшки. Весной этого года он выступает, наш глава республики на сегодняшний день пока, говорит о том, что изменение юридического статуса санаториев поможет привлечь частные инвестиции для того, чтобы эти санатории лучше развивались. Все санатории на сегодня, кроме 2-3, которые отдаленности, они все рентабельны. Все это делается, чтобы схема была непрозрачной, и чтобы мы лишились наших сокровищ нашей республики. Естественно, я пришел на этот мир. Всех благодарю, кто имел возможность, нашел возможность туда прийти. Естественно, под таким руководством дальше жить и работать невозможно. Мы все народы Башкортостана, которые здесь проживаем, дружные. Мы все будем здесь, нам некуда уезжать. Я вас призываю поддержать наш лозунг в отставку Хамитова. Спасибо. Да, действительно, друзья. Спасибо большое. Республикам уже давно пора не только лечить, но и реанимировать. А Хамитова оперировать! Раз, два, три! Хамитов, уходи! Раз, два, три! Хамитов, уходи! Раз, два, три! Хамитов, уходи! Уважаемые друзья, здоровье – это не только медицина, но и спорт. Я на эту сцену приглашаю президента Федерации хоккея Александра Николаева и известного спортсмена Хабира Сулейманова. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас, всех жителей республики, на этом митинге. То, что вам судьба не безразлична. То, что именно что происходит у нас в республике и в частности в спорте. Я мастер спорта по хоккею, 16 лет как руководитель Федерации хоккея у истоков стоял развития детского, юношеского и любительского хоккея в республике. Мы, спортсмены, поддерживаем Конгресс Башкир. Мы за объединение. В нашей республике накопилось много проблем. В том числе серьезные проблемы развития спорта, которые нужно решать как можно скорее. В последние годы резко сократилось число детей и подростков, занимающихся спортом. Это происходит по причине недофинансирования спортивных школ. В настоящее время наша республика занимает всего лишь 65-е место в России по подготовке спортивного резерва. Это о чем-то говорит. Здоровые дети, здоровая нация, надо подумать все-таки руководителям республики. Республика вливает большие финансы в профессиональный спорт и забывает о массовом. Каждый третий ребенок не может заниматься своим любимым спортом, потому что это удовольствие родителям не по карману. Детские спортивные школы в городах и районах не могут обеспечивать финансирование за счет муниципалитетов. Министерство спорта республики вместо того, чтобы поддерживать успешно работающие федерации, развивающие спорт, уничтожает эти федерации. Федерация хоккея республики успешно работала 16 лет. За 16 лет своей деятельности Федерация хоккея зарекомендовала себя как одна из самых активных хоккейных общественных организаций России. И мы являемся членами Федерации хоккея России. Федерация хоккея объединяет под собой детские, юношеские команды и любительский хоккей.
Более 5000 детей занимаются хоккеем на открытых площадках. Федерации были выделены Сельским району 2830 комплектов хоккейной формы за счет спонсора. Представляете, то, что именно это мундирование очень дорогое. И на сельской местности, то, что именно, что мальчишки могли играть в хоккей, то, что мы передали это безвозмездную эту хоккейную форму. Построены открытые ледовые площадки, проведено множество турниров и тренерских семинаров. Но Министерству спорта, РБ, наплевать на детей. Массовый спорт им не нужен. В результате в этом году у Федерации была отозвана аккредитация по искусственным вымышленным фактам. Это действие приостановлена работа. Федерация хоккея не может проводить соревнования без аккредитации. Сейчас 1000 мальчишек в районах не имеют возможности заниматься хоккеем. Возрастает социальная напряженность. Представляете то, что именно мальчишки, если не могут заниматься своим любимым делом, куда они? Они идут с пагубными привычками заниматься. Федерация хоккея это не единичный случай. Вот у меня коллега здесь стоит. Это президент Федерации карате. Успешно работала Федерация карате 30 лет. Вырастила чемпионов мира и Европы, заслуженных мастеров спорта. Проводила всероссийские международные соревнования. Минспорт Республики также, несмотря на все заслуги, в 2016 году решила аккредитацию. Это о чем-то говорит? Никаких, ничего, то, что именно во внимание не берется этих чиновников. То, что именно мы проводим, и то, что именно болеем за свое дело, за развитие детского массового хоккея и карате, ни в чем не это. Открытие двойных федераций. То, что именно это, что мы нас лишили, создали именно при поддержке чиновников двойные федерации. Перечисляют туда средства денежные. Куда мы катимся? Куда мы катимся? Давайте посмотрим. Хоккейный клуб Салават Юлаев. То, что именно я, как бы, будущий, да, хоккеист сейчас, как руководитель. То, что именно сейчас перечисляет 2,5 миллиарда рублей на хоккейный клуб. И 5 хоккеистов у нас в этом хоккейном сезоне сейчас поехали на сборах. Это воспитанник из Дюшот Салават Юлаев. О чем мы можем говорить? То, что 5 тренеров из Финляндии приехало. Кому интересно придет вот прийти вам, да, на хоккей посмотреть? На кого смотреть-то вообще? Мы здесь вот росли на улице Зорги. Мы отсюда вышли. И мы играли за свою родную команду Салават Юлаев. И я хочу того, чтобы работали профессиональные люди в хоккейном клубе Салават Юлаев. Давайте менеджера посмотрим. Василь. Кто такой Василь-то? Приехал откуда-то с Москвы, привез своих то же самое людей, там, Беляев, там, Ренев. О чем мы можем говорить? Где мы вообще? Люди, которые отыграли столько лишь, и у нас нет своих тренерских кадров, нет своих менеджеров. Мы, спортсмены, прежде всего хотим то, что именно в отставку, чтобы пошел, прежде всего, заместитель премьер-министра правительства республики, который отвечает за спорт. Это его руками все это происходит. Я хотел бы сказать, что Андрей Иванович Иванюта, который министр молодежной политики и спорта, в отставку его срочно, то, что они уничтожают. Спасибо! Хамагаз Дуфтар. Здравствуйте, уважаемые земляки! Прожив много лет за границей, у меня совсем иной взгляд на все, что здесь происходит. И я скажу просто от сердца, потому что эмоции и чувства обычно не обманывают. Я бы хотел, чтобы наши люди также жили, как в цивилизованных странах люди живут. И призываю вас, не молчите, боритесь за свои права и оставите свое мнение. Именно в правовом поле. Потому что даже по бюджету Республики Башкортостан есть такой документ, бюджет. Есть такой документ, называется документ о бюджетном процессе. Чтобы утвердить бюджет, должны проводиться публичные слушания. И каждый из вас может прийти на эти публичные слушания. И без этого бюджет не может быть утвержден. И каждый из вас может контролировать, как этот бюджет будет тратиться. Как этот бюджет должен тратиться на здравоохранение, на культуру, на спорт. Я уже полгода как сужусь за грант. Полгода уже выиграл все заседания в арбитражном суде. Сейчас дело прошел в арбитражный суд. То есть выиграл заседание в антимонопольной службе. Сейчас дело пошло в арбитражный суд.
И судья решил в качестве ответчиков привлечь Министерство финансов и правительство Республики Башкортостан. О чем это говорит? Это говорит о коррупции. Я призываю вас, не молчите и боритесь за свои права именно в правовом поле. И мы вместе должны сказать: Хамитова в отставку. Раз, два, три. Хамитов, уходи! Раз, два, три. Хамитов, уходи! Это был чемпион Хабир Сулейманов. Спасибо нашим уважаемым спортсменам. Добрый вечер, уважаемые Рустам граждане нашей республики. Я бы хотел отметить, что долго мы занимаемся спортом. Я профессиональный спортсмен, заслуженный тренер России. И за многие лета, конечно, в республике всех знаю, потому что я здесь родился. Поэтому, что сегодня творится, конечно, это крик души. Мы много встречаемся с чиновниками, очень хотим решать этой проблемой. Мы недавно встречались в правительстве. Да, есть люди, которые понимают нас, которые хотят это решить. Но есть те люди, те силы, которые противоречат своим словам, не выполняют свои обязанности. И таких достаточно тоже много. К сожалению, сегодня те люди, которые сидят в области спорта, они не очень компетентные. Почему? Потому что вот эти показатели, первый на 65-е место опустился наша республика по спортивному резерву, это те дети, наши дети, которые занимаются. Те сегодня, 101 на 60-е место опустился финансирование, тоже проблема. Но проблема в целом в стране, но это даже не самое главное, что у нас денег нет. Самое главное, у нас нет понимания друг друга. Поэтому у нас увеличилась преступность, которые дети сегодня не могут заниматься в нормальных условиях, которые ходят по больницам, и для них надо создавать условия. И поэтому эти связанные проблемы, относящиеся к детскому спорту, это большая проблема. Я не против всегда хоккея, говорю. Я не хотел, честно говоря, вот я всегда пишу в своих интервью, я не хотел выйти, конституционно мое право, выйти и высказать свое мнение, это здорово, но я не хочу выйти, я занимаюсь профессиональным своим делом, как учителя, врачи. Я бы хотел, каждый врач, учитель или любой наш гражданин занимался своим делом. Но когда вынуждают меня выходить и меня не слышат, это неприятно. И я взрослый человек. Еще раз хочу сказать, проживший определенную жизнь, служивший в советской армии, имеющий образование, которое имело и бесплатное образование, бесплатно, в принципе, я лечился. Но, тем не менее, иногда приходится из-за границы лечиться. Что это говорит-то? Поэтому хотелось бы еще раз сказать, что я надеюсь все-таки, что нас услышат и примут определенные решения, что ваши голоса, наши, чтобы руководство дошло и предприняло конкретные кардинальные решения вопросов. Это прежде всего в кадровой политике. Это, конечно, связанное, я опять в своей отрасли говорю, спортивное, чтобы у нас работали и финансировались дети, что доступный был спорт, детские площадки работали, секции, залы. Сегодня, к сожалению, меньше и меньше становится. Поэтому я вот сюда пришел и сказать еще раз свое мнение, потому что мы уже 2 раза выходили, и в мае, и в апреле. В Москве я был у Фетисова, телеканал «Звезда», высказал свое мнение. Оппонентом у меня был Бигбаев, который выступал и пытался оппонировать мне. Но, к сожалению, я их не слышу, не вижу. К сожалению, большинство приходится решать проблемы в Москве. Поэтому мы обращаемся, конечно, к Владимиру Владимировичу Путину тоже в ближайшее время. Хотелось бы что-то услышать. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашим уважаемым. Несправедливость не только у исполнительной власти, но и у судебной. Я на сцену приглашаю известного адвоката Виталия Буркина, который расскажет о системе судов нашей республики. Виталий. Пожалуйста, Виталий. Добрый вечер, земляки. Вот, занимаясь адвокатской деятельностью, да, как-то не так давно, полгода назад, мне впервые пришлось столкнуться с правительством республики. Я как-то всегда раньше занимался там суды, там районная администрация, а тут правительство. И я-то понимал о том, что во власти у нас сидят далеко не гении, не слишком образованные, да, не обремененные там избытком интеллекта,
Но с чем я столкнулся, когда я столкнулся с нашей исполнительной властью в республике, я поразился, насколько они некомпетентны, насколько они непрофессиональны, лицемерны, лживые и вороватые. Я вот сам отношусь к людям, которые деньги любят, но, например, ведь можно воровать так, самому зарабатывать и экономику развивать. Нет, вот у них, я считаю, лозунг такой: своровать все. Вот сделать так, чтобы не досталось ничего никому. Вот мы занимаемся сейчас проблемой криминального банкротства одного из крупного застройщика в республике. Они его обанкротили вот примитивно, нагло, и на самом деле никто толком ничего не заработал, потому что цель была такая: сделать так, чтобы кредиторы, а это частные предприятия, ничего не получили. Это вот те предприятия, которые перед саммитом работы выполняли, да? Предприятия развалили, с кредиторами не рассчитались, все бизнесмены, более-менее разбирающиеся в политической, экономической обстановке региона, знают: здесь отвратительный инвестиционный климат. Сюда деньги вкладывать нельзя при этой власти. Какие бы договоры ни подписали с тобой, какие тебе не пообещали условия, в определенный момент правила игры поменяются, к тебе придут полицейские и скажут: извините, поступила команда ФАС, ничего личного, только бизнес. Так работает наша исполнительная власть. И ничего у нас в республике не будет, пока, вот, я не знаю, это отлично от Хамитова идет, его команда, но я знаю, ничего не будет. И при этом хочу обратить внимание, почему у нас вот это, вообще в стране проблема, я считаю, первостепенная, это рабская покорность. На самом деле власть трусливая, вот посмотрите вот назад, они огородились от нас вот этими КАМАЗами, потому что они не хотят, чтобы проезжающие видели, что здесь есть некое мероприятие, там, цивилизованное, законное, и где говорятся вещи не очень приятные, да, для этой власти. Поэтому я считаю, необходимо избавиться от этого комплекса рабской покорности и отстаивать свои права. Спасибо. Спасибо, Виталий. Вот здесь мы находимся неподалеку от одной конфликтной стройки, которую, слава богу, удалось остановить. Поэтому на сцену сейчас я общественного активиста против точечной застройки Леонида Бирюкова приглашаю. Поприветствуем Леонида. Здравствуйте, дорогие друзья. Если мы вернемся назад, то мы видим вырубленные липы, то есть место, которое осталось от маленького скверика. На этом месте некоторые люди решили построить, не прислушиваясь к мнению окружающих людей, проживающих на этой территории, построить торговый центр очередной. Здесь со мной присутствуют Флюра Абзаловна и Флюра Вильдановна, это, скажем так, одни из активистов, которые участвовали, значит, в собраниях против этого строительства. Это как раз вот та самая точная стройка, когда людям в лицо плюнули, сказали: вот вы все дураки, и мы здесь что хотим, то и сделаем. Вы представляете, когда мы начали заниматься, огромное количество граждан, проживающих здесь, я в том числе, как житель этого микрорайона, мы выступили против этого строительства, начали разбираться и законными способами, через многочисленные суды, все-таки доказали, что изначально было это строительство выдано в нарушении всех мыслимых норм. Были подделаны различные документы. Земля из состава земель общего пользования, то есть на которой запрещено капитальное строительство, была путем подделки документов должностными лицами отдельными переведена в категорию земель под предпринимательство. Кроме того, фирма-застройщик, вы, наверное, знаете, что был заместитель мэра уволен с работы. Как раз это немножко прикликается вот с этим строительством тоже тема. Следующее, значит, вот эта стройка, она как раз как в призме показывает, до чего, когда вот нету хозяина, нету руководителя крепкого, который за народ, до чего доводит, получается, что людям просто-напросто плюют в глаза. Я не буду поднимать все точные стройки, это вот как раз, можно сказать, яркий пример, когда в центре города можно так просто наплевательски относиться к людям. Спасибо. Спасибо,
Гриценко Леонид. Вспомним имя этого заммэра, который сейчас уволен, да? Я думаю, вы все знаете это имя. Учение свет, не учение тьма, но наше образование также страдает. Я приглашаю на эту сцену высказаться об образовании в нашей республике Ильдара Иткулова, члена нашего совета, нашего конгресса. Добрый вечер, Уфа. Добрый вечер, башкортостанцы. Я хотел бы отметить следующий момент в дополнение к тем словам, которые сказали наши коллеги из здравоохранения. Эти слова скажут в том числе и ребята с культуры. Сказать о том, что оптимизация коснулась не только тех областей, но и коснулась она в том числе и образования. И если Хамитов утверждает, что большая проблема экономики Республики Башкортостан в том, что сельское население превалирует над городским, и для этого в других регионах Российской Федерации строят доступное жилье, далее строят новые школы, создают новые рабочие места, то в Республике Башкортостан, как вы знаете, строительство доступного жилья – проблема обманутых дольщиков. Строительство новых рабочих мест – тот же самый Кронашпан, о котором уже говорили. Строительство школ – здесь все повернуто на 180 градусов. Вы сами знаете, что оптимизация коснулась таким диким образом образования Республики Башкортостан. То есть, сокращено более 1000 образовательных учреждений образования. Среди них более 450 школ, более 430 детских садов. Что такое сокращение в деревне? Вот здесь вот привезли лозунг «Закрыли школу, убили село». Я думаю, что это правильный лозунг, он очень справедливый. Так вот, сельчан убивает, как я уже сказал, не только тем, что не дают им работу, и сельчане вынуждены уезжать за пределы республики за работой, но и также им некуда девать своих детей, потому что школы закрываются. Дети ездят в оставшиеся незакрытые школы, ездят по разбитым дорогам на разбитых автобусах с лысой резиной, а тем, кому не хватает этих автобусов, вы помните, они ходят по звериным тропкам с топорами в руках. Я думаю, всей России об этом известно, да и вы об этом наслышаны. Далее. Вот это вот наплевательское отношение к школьникам, в общем-то, уже начинает проявляться. Вы знаете, что Республика Башкортостан в числе лидеров по тому количеству школьников, которые вышли на протестные митинги весной и летом текущего года. Далее, также хотелось отметить, что Республика Башкортостан впереди всей России входит в зону проблемное число по закрытым детским садам. Могу сказать, что общественная организация Всероссийский национальный фронт провел мониторинг по детским садам, и Республика Башкортостан вошла в проблемный список. По количеству детей в группах, и могу сказать, что абсолютный рекорд по России, 52 ребенка в группе, принадлежит Республике Башкортостан. Я не думаю, что это лидерство является для нас очень таким, то, чем мы можем гордиться. И мне бы очень хотелось, чтобы мы представляли, кто стоит во главе вот этих вот людей, которые привели к такому плачевному состоянию Республику Башкортостан. Поэтому я хотел бы проскандировать нашу кричалочку. Раз, два, три. Хамитов, уходи. 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 А сейчас на сцену приглашается заслуженный строитель Республики Башкортостан и представитель татарской общественности Тагир Ахунов. Добрый вечер. Я просто не от имени Конгресса татар буду говорить, я выражу свое четкое мнение, если вы мне уделите буквально 2-3 минуты.
Вот народ не может так просто разгар лета вот в таком количестве вот собраться. Значит, я думаю, у народа накипело. Накипело от того, что некогда процветающие республики творится на сегодняшний день непонятные, значит, ну, короче, если сказать так, бардак. Вот люди здесь, которые собрались, хотят понять, что же творится, и, значит, высказать свое твердое мнение, и поэтому мы здесь и собрались. Я, как сегодня помню, год 2010, меняется власть. Все с воодушевлением приняли молодого тогда Рустам Закиевича. Тем более, когда он власть принимал, уважаемый Муртаза Габидуллович дал напутственные слова и, похлопывая по плечу, говорил: свой парень. И этот свой парень, приняв республику, начал он с того, что везде начал повторять, хотя его и никто не просил, какой он национальности, начал объяснять ни с того ни с сего, вместо того, чтобы заняться экономикой, начал объяснять, кто в республике на каком диалекте говорит. Начал организовывать какие-то туристические маршруты пенсионеров. Значит, несерьезный какой-то проект вытащил в районе конезавода, 119-го конезавода, который сейчас лежит в развалинах. Значит, республику, столицу объявил молочной столицей. Молочной столицей. Хотя мы уже давно, республика перешла на пальмовое молоко, ибо все фермы развалены, все мы по дороге проезжаем, видим, что они развалены. Поголовье крупнорогатого скота теперь уже гораздо ниже. Вот. В селах теперь скот не держат, фермы закрыты. Если и держат, пока мы держимся только за счет личного хозяйства. Значит, ну не только крупный рогатый скот, и мелкого теперь нету. Маслозаводы, значит, все они давным-давно закрылись. Вот мы, если вот по магазинам проходить, то мы все извне, из республики, сюда в республику возят, что попало. Мы на так и живем. Здравоохранение, вот здесь уже выступающие говорили, и поэтому я об этом говорить не будем. Все мы чувствуем на собственной шкуре, что здравоохранение с каждым днем хереет. Но при этом, уважаемый наш глава говорит, что я вас, средний возраст вам подниму до 72 лет. Бред. Итак, значит, вот это вот хозяйство не заставило долго себя ждать. Строительный комплекс находится в развале. Появилась непонятная каста теперь уже всем понятно, не то почему непонятная. Каста, значит, обманутых дольщиков. Это целая каста в строительном комплексе. Но тем не менее, мы это видим, мы это считаем, мы это на своей шкуре, мы его ощущаем. Значит, дорожное строительство. Я сам, как дорожник, хочу сказать, что я всегда говорил, с высокой трибуны дорожникам, вот, что на дороге надо смотреть через призму погибших людей, искалеченных людей, через детские слезы, через человеческие горе. Потом только думать надо о своем кармане. Но, видимо, это наше руководство немножко по-другому понимает, ибо у нас частая замена руководителей дорожного строительства показала, что как они уходят, так и появляются уголовные дела. Как они уходят, так и появляются уголовные дела. Это неспроста. Вот. Пример. Хочу вот сказать просто, вот Уфа-аэропорт, это многострадальная дорога Уфа-аэропорт. Все вы помните, наверное, что глава лично сам сказал, лично сам буду курировать вот это строительство, вот этой автомобильной дороги. Ну и что мы видим? Через год, который он курировал, дорога развалилась. Была непригодна она к принятию высоких гостей. Шоссе Брикса. Появилась новая фирма. Тагир Нуриевич, а может он слово-то сдержал и как раз и курирует так? Появилась новая фирма.
Качество работы мы видели буквально за 2-3 дня перед проведением ШОС, ибо это везде было, во всех и экранах, на всю Россию мы тогда обозорились. Ну, регламент, я прошу прощения. Хорошо, сейчас одну минуту только. Невидимая коррупция, воруют уже не миллионы, а миллиарды, но при этом крайних нет. Вынуждены люди искать работу вне республики, но в то же самое время появляются здесь люди и без препятствий организовывать свой бизнес, и всегда все зеленая дорога, только не своим. Значит, я просто выражаю, я как одногодок и ровесник Рустама Закиевича, я хочу просто сказать, ну, Рустам Закиевич, у вас не получается, видимо, и уже и не получится. Поэтому просим вас, чтобы вы от своей опеки нас освободили. Уходите в отпуск. Не в отпуск, а в отставку. Раз, два, три. Хамитов, уходи. Раз, два, три. Хамитов, уходи. Раз, два, три. Хамитов, уходи. А сейчас я на сцену приглашаю нашего уважаемого члена Совета Конгресса башкирского народа Вали Ахмеда Бадриддинова. Уважаемые земляки, сограждане, прежде всего, лично хотел бы поблагодарить всех вас за то, что сегодня пришли, оставив все свои личные дела. Личные дела у всех имеются, но гораздо нам важнее сегодня дела государственные, дела нашей республики, дела наших народов. Я вот родился в маленькой башкирской деревне в Кивинском районе Идрисово. Оттуда народный артист БССР, народный артист РСФСР из моей деревни, Юмалетдин Мингажев, вот улица Мингажева есть. Оттуда герой соцтруда, знаменитый токарь ОМППО. Оттуда 4 журналиста, писатели. И очень много медиков, врачей, учителей и сельских работников. Село, наша деревня процветало. В 1944 году родились 2 ребенка всего. Мужчины были на фронтах. Половина из них, более 40 человек, не вернулись. По 2, по 3 ребенка ежегодно родились только. Но вот моя сестра 1944 года, в 1951 году, 7 лет, когда ей было, школу никто не хотел и не думал закрывать. Если бы в моей деревне школу тогда закрыли, это было бы преступлением против народа. А сегодня чиновники придумали такое блестящее, как бы, иностранное словечко – оптимизация. Оптимизирует сегодня все. Оптимизирует образование, оптимизирует культуру, оптимизирует здравоохранение. Вот слышим, оптимизирует даже спорт. Что еще осталось оптимизировать? Хватит оптимизировать народ. Это уничтожение, ликвидация деревень, агропромышленного комплекса и вообще духовности. Если уже идти до конца, давайте лучше оптимизируем самих чиновников, само правительство с его никчемным, беспомощным главой. Тут сказали много, вот о чем еще. Я детский психолог по образованию. 8 лет учился в башкирской школе, 100% на башкирском языке. Все предметы, химия, математика и так далее. Но это отнюдь мне не помешало окончить педагогическое училище, а потом Московский педагогический институт. Я детский психолог. Языки очень сильно развивают детский ум. Сегодня почему-то на пустом месте возникает конфликт по преподаванию башкирского государственного языка. Это делают те, кто не понимает роли, значения любого языка для развития детского ума, детского интеллекта. Вот народ это не понимает, пропаганды никакой не ведется. К сожалению великому, Министерство образования десятки лет уже не создает новых технологий обучения башкирскому языку. Иных людей, детей, которые не знают этого языка. Нет нормальных современных технологичных учебников, учебных пособий и так далее.
Язык — это прекрасное занятие. Я 5 лет работал учителем, психологом, заместителем директора в Башкирском лицее в Сипайлово. Я заканчиваю. Оттуда вышли много-много очень способных ребят. Мой сын лично сегодня общается на 6 языках. Так что мы считаем, что государственный язык, государственный статус языка не должен быть обесценен. А сегодня он стал учебным предметом только школьного компонента. Нигде этого нет в Татарии, Татарстане, Республике Чувашия, везде это соблюдается. И поэтому я призываю вас уважать языки, а Министерству нашего образования нельзя поддаваться всяким провокациям. К сожалению великому, Закевич Хамитов знает только 2 слова по-башкирски. У нас сегодня все служащие государственные Он власти, никогда ни одну свою речь на башкирском еще вряд ли скажет. И интервью никогда не дал. Если он не уважает башкирский язык, он не любит башкирского народа. Но по многим другим причинам он не любит и другим народам. Нам не нужны такие руководители. Мы в Башкортостане живем, республике Башкортостан. А я родилась здесь. Да, правильно. Вот у нас все руководители должности. Почему во всех наших организациях в Башкирии на 90% одни мусульмане, чиновники? Нету других наций, что ли, у нас? Еще контроль пришел здесь. Как вас зовут? Вот Я Русинова Марья Михайловна. Где другой? Диана Демидова. Я хочу сказать. Здравствуйте. Меня зовут Диана Демидова, представляю общественную организацию по развитию местного самоуправления в Республике Башкортостан. Сегодня я хочу поднять вопрос по Уфимскому ипподрому Акбузат имени Тагира Кусимова. Я являюсь бывшим сотрудником ипподрома, работала в отделе развития, потом приняла решение выйти за штат. И сейчас имею несколько спортивных лошадей и занимаюсь иппотерапией, верховой ездой для организации физкультурно-оздоровительных услуг. Проработав как сотрудник ипподрома 3 года, поняла, что ипподром не имеет желания работать, используя современные методики развития и выходить на рентабельность. Хотя находится в центре города и при грамотном управлении может работать самостоятельно в плюс. Ипподрому Акбузат это не надо, ему удобно сидеть на бюджете. Ежегодное финансирование в среднем составляет плюс-минус 35 миллионов рублей в год. За последние 10 лет ипподром Акбузат потратил в среднем плюс-минус 350 миллионов рублей. Сама реконструкция нового здания обошлась республике в 1 миллиард 400 рублей. И все это бюджет, и все это деньги народа. Но вряд ли граждане имеют четкое представление об этом объекте, хотя оплачивают его из бюджета ежегодно. Что мы знаем о конном спорте? Дети ваши занимаются верховой ездой, это национальный вид спорта. Что мы знаем о конях? Это прокат в парке Гафурии за деньги на понях, непонятными девочками. На самом деле у нас прекрасный спортивный объект. И что происходит на ипподроме? Под прикрытием испытаний рысистых пород лошадей и престижа республики на ипподроме содержатся частные лошади олигархов, которые там повышают свою квалификацию, я имею в виду лошади, и стоимость. А мы за это платим за этот тренинг. После того, как за государственный счет лошади испытываются, как породистые собаки, их продают. И деньги с этого государственный бюджет не получает. Напоминаю, что ипподром Акбузат – это лицо республики, это его достояние. Данный объект может быть идеальной площадкой для развития и воспитания молодежи. Там есть все условия для организации физкультурно-оздоровительных услуг детям и взрослым. Там можно проводить культурно-массовые мероприятия, концерты, те же платные даже, сабантуи, спартакиады, практически любые городские праздники. Но там тишина, и никто не знает, чем занимается ипподром. Но сейчас там просто испытывают частные олигархи своих частных лошадей. Наши дети тоже могли бы там доступно заниматься верховой ездой, а также учиться ухаживать за лошадьми. Там можно развивать национальные виды спорта, такие как джигитовка. У нас вообще отсутствует этот вид спорта в республике. И поднимать престиж республики за счет воспитания детей, а не только лошадей. Испытания рысаков в комплексе
прыжками и скачками при грамотном управлении смогли бы окупить себя. Но за годы работы ипподрома этого так и не произошло, и он стал обузой для бюджета. И в связи с обнищанием бюджета в 2018 году от Минсельхоза поступило предложение снять ипподром Арбузат с финансирования, а это прямой путь к банкротству. По такому пути республика уже лишилась всем известного 119-го конезавода. Наверное, все видели Кумыс. Он как продавался в магазине, так и продается. Но сейчас этот конезавод перешел к депутату Зайнуллину. Он является также директором ресторана «Тавро», директором бассейна Сипайлова, сеть суши-бары и салона «Хаммер», по-моему, Сипайлова. Вот этот депутат купил за копейки конезавод. По такому пути, да, вот республика уже потеряла, скоро потеряет наш ипподром. Были письменные обращения к Хамитову отдать ипподрому Минспорт, где он прекрасно ранее окупал себя за счет секции. Но Хамитов отказал в школе Пятиборья, и даже часть помещений не были переданы для конного спорта в Пятиборье. При заходе на должность президента Хамитова люди, имеющие отношение к ипподрому и конному спорту, это спортшколы, частники, рядовые сотрудники ипподрома, надеялись, что он наведет порядок на Арбузате, но этого так и не произошло. Ипподром, который 10 раз был признан лучшим ипподромом России, так же, как и конезавод, скоро станет банкротом и уйдет в частные руки. Если наш президент не может на ней навести порядок, и мы теряем государственную собственность из-за безграмотного управления, коррупции, халатности и бесконтрольности, нам такой президент не нужен. Поэтому также поддержу лозунг «Раз, два, три, Хамитов, уходи!» Раз, два, три, Хамитов, уходи! Раз, два, три, Хамитов, уходи! Спасибо. Спасибо, Диана. Диана коснулась воспитания молодежи, спорта и развития. Слово предоставляется председателю БО «Башкорт» Фаилю Алчинову. Рахимит Фаиль. Добрый день, дорогие участники, уважаемые участники митинга. Я свое выступление выступлю на своем родном языке башкирском, если, конечно, вы не против. Қарсы түгілме? Әлі Вәли Ахметаға хилә өтті бейтінді. Башқұрт тілі бойынша шуға бір сығышта башқұрт тілінде болманы. Бірісінен зор рахмет, ұшы митингті ойыштырушыларға халық әдірек, әудемерек, біліқарақ тұрығы ділді мұна яққа. Ату тарауышы бетіп барағы. Сөйкі бұл ғорау көптен біздің милләтімізге, көптен біздің республика халқына ол теккәһіне теген. 7 ел ішінде Хамитов келгенден берілі. Халқыбыз, республикабыз артқа тегәрі. Халық аны көре. Башқұрт халықтары, башқұрт кадрдары, біздің ағайларымыз іштен қауыла. Әбін, аны көре тұрып, қорқабыз, сөйкі басым бара. Хамитов вақытындағына Ханзир Ахметшин түрмеге отырды. Айрат Дилмахаметов түрмеге отырды. Башқұрт ойышмағының активисттарына уғалов іштер асылды. Көкбөрілерге уғалуды іштер асылды. Сәгитағы Исмағиловқа уғалуды іштер асылды. Кемдер башқұрттарға ярдам ете, аларды іштен қауала, аларды басым. Бүгінгі митинг қыла, көптер тіләйне келерге. Аллаға шөп келгенде, халықты басалар, қорқадалар, хатта стройкала іштеген егіттерге хәтлі барып еткендер, әйткендер бармасқа митингка. Юғиға ішігіден қауабы. Кемден қорқабы? Ошында келген көп афайлар әйті. Хел сықтығыз, Хамитовты алдығыз, артабан есек бола. Мәскеу барып бір өде тереген кешені қоясақ бейт. Әлбетте қоясақ. Әгер де біз жоқлап ятқа, артабан ошы бақтымға төлеп ятқа, бірден өсіп күрәшкен ата-бабаларым, ошы республикамыз, ошы ері бөдескен күрәшкен ата-бабалар алдында бірден үйді бөт қалаға. Қайда тәгәрейбіз егіттер, қайда тәгәрейбіз халқым, қайда тәгәрейбіз милләттәштер. Бірден бүгінгі күнде, біз өзімден сығышымда именно милләт, национальный вопрос бойынша сығыш ағарға бұлдым, сөйкі, бірден республика образующий халық мұнда башқұрт халқы. Әм Хамитов келгенден берілі башқұрт халқына басым бара. Әгер де біз шуны төлеп, халқымыз жоқлап ятабыз екен, артабанда басым бола. Президент есімен алдылар атамағын. Адақ келәхе адам олардың республиканы аласақтар, губернияға ейлендіресектер. Шуна біздің дәулет тілін алып таштаясақтар. Біз шуны тілейбіз ме? Біз шуны тілейбіз ме? Шуға бірләшіге вақыт. Халыққа ет керегі, ошында келген 500 күйші, райондардан келгенде, әр бірігін халыққа еттерге тейішегі. Бүгінгі күнде біздің президент башлығы бұл татар, құрылтай депутаттары башлығы татар, сөйлемді бір башқұрт милләті жоқ біздің
Шуңа артаманда шулай яшәйбез икән. Без басыласакмы, без бүтәсәкме? Бушкамы безнең Әхмәт Зәки Вәлидиләр, бушкамы Салават Юлаевтар, ошо еребез, өчен киләсәгебез өчен кан түккән. Шуңа халкым берләшәйек, республикабызны хаклайык. Шунда безнең киләсәгебез буласак, шунда безнең телебез яшәйсәк, шунда безнең халкыбыз яшәйсәк. Зур рәхмәт. Мин әйтәм, илем, һез әйтәгез башкорт. Илем! Телем! Илем! Телем! Үз yerimdə! Үз yerimdə! Үз yerimdə! Раз, два, три! Бергәләп, ныграк итеп, ишетсен Хәмитов. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Зур рәхмәт! Мы требуем, чтобы убрали Хамитова. Зур рәхмәт! Я еще хочу добавить, что в истории России был такой период, когда правили временщики. Это называлось Беронщина. Те люди, которые стояли у власти, они вообще были не заинтересованы в народе, не были заинтересованы в развитии страны. Я считаю, что сегодня у нас в республике также правят временщики. Это только называется хамитовщина. То есть они совсем не заинтересованы в развитии республики, совсем не заинтересованы в развитии нашего народа. Разграбляют, обанкротят предприятия. Все катится к тому, что нас просто раздавливают. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо, Руслан. Рыба гниет не только с головы, но и на местах. О том, как тяжело живется сегодня на селе, я приглашаю сказать наших активистов из района, из Хайбулинского района. Это Буранбая Аскарова, из Баймакского района Альфию Узянбаеву. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле килгән милләттәшләр, илебез, еребез өчен битараф булмаган граждандар, һезне ошо митингта күрүебезгә бик шатбыз. Мин Хайбулла районының Буранбай Аскаров булам. Бүгенге көндәге республикага барган хәл-вакыйгаларны барыгыз да айык күз менән йөрәгегездән үткәреп күреп торасыз. Ниндәй хәлдә икәнебезне һәм ошоны туктатуга ни эшләргә кирәклеген дә беләбез. Без үзебезнең конституциягә язылган хукукларыбызны файдаланып, ошо митинглар ярдәмендә, пикетлар ярдәмендә үзебезнең теләгебезне әйтергә, yetkirергә тиешбез. Хайбулла районы турында гына алып әйткәндә, ошо бәләкәй генә республиканың иң көньяк өлешендә ята һәм бүгенге көндәге ошында республикага барган кире үзгәрештәр безнең Хайбулла районында урап үтмәй. Иң бай төбәк булып алтынга, көмешкә ике көчле тау предприятие булып та без бүгенге көндә сынап та безнең хәлебез мөшкел. Ирләребез кырда, азык эзләп, эш эзләп читтә Себердә йөри. Хатын-кызларыбыз авылларда балаларыбызны мәктәпләребез ябуга бөтәһе дә беләбез. Мин үзем авыл хуҗалыгы хезмәткәре буларак ошо бәләкәй генә сәбәпләрен асыклап киткегә инә. Безнең күбрәк бүгенге көндәге бөтә реаль эш өстәп язуларда күренә. Мәсәлән, Хайбулла районы бүгенге көндә республикала 2000 гектар жер сәсте дип күрһәтә. Дөресендә ул 46 меңдән үтмәй. Без бүгенге көндә ошо үзебезнең алдап язу менән ил башлыгын, ил хөкүмәтен алдайбыз һәм үзебезнең яшәешебезне реаль кимәлдән асып ала алмайбыз, дөресен күрһәтмәйбез. Безгә ул кирәкме? Ябай гына әйтеп әйткәндә, булмаган хайырлар менән бүгенге көндә безнең Хайбулла районында 16 елда 35 мең тонна һөт һавылган. Уны ундай малда юк, уны һавырлык һавынсыларда юк, уны һавырлык кешеләр дә юк. Шулай да безнең кагызда ул хан бар. Шуннан мин бынан соң нимә әйтә килә? Әллә администрациягә утырган пенсионер әбиләрнең
шу сақлығы таулам екен деп аптырап қойылайын қайса. Шуға сынапта білім бүгінгі күнде экономик көрсеткіштер бойынша припискалар менен тибейді. Үстәп ялғарман көрсетемін. Хәмин өлімден бір шығыр мүмкін ме? Ошы бүтәнелі қағылған. 1 минут. Баязит Бекбай ер пайманан өдік. Башқұртыстан тәне қара янған, мүңәрлеген қамсы әдінен, білім қанды әгер бірге ейхан, қылылайыр ине диңгіздер, батша итігінің ауырлығын, икілетті инде татынық, урыс байы тілге үйгіндірге, башқұрт байы ерге ятқырды, үткендердің әр бір күнінен де илау таушы яңғырай бик ауыр, әйтірхімде илай миллион қылдар, әйтірхімде хықтаймың ауыл, ил иланы, қарайыр иланы, иламаған ярлық алманы, улар зары құрай мұңы бұлып, яңғыратты Урал тауларын, қыздар иланылар, әйтсі, неңе әсә мені тұлдырдың, неңе әсәсім ярып тарының, неңе инде мен туғаста, ағын хуға бәйлеп алманың, ил үртәлі, ил яна, ерді талап алдылар, ерді алдап алдылар, ерден язған ярлылар, қақсағылда қалдылар, батшаға башыймәгін атақай, пұллық бауы кеймәгін әсәкәй, атақай, әсәкәй, егет янды, сәусі ғылау, язабыл зор бек ауыр, атқан ұғым ярға таштарды, сапқан қылысы мүлхә тимірді, құтқарырда айным мен ерді, құтқарырда айным мен ені, ер хықтаны, ауыр меңе, тау баталар, урман қырқалар, қайда менде туған батырдар, неңе сықмай неден құрқалар, батыр шала мені құтқарманы, қарахақал яуды қырманы, ей салауат, батыр салауат, егет бұлхаң хақла илданын, Уралым бейік, иділім тәрен, урманым қалын, бұлати кәрем, Уралдай қалқығын, урмандай шаулағын, өзісін тұрмышты, үлігер даулағын, біздің бұғалды башқалар сейсмәз, көктен күтмәгіз, бәқітті келмәз. Видеоролик со словами, произнесенными в здравом уме главы республики, как народ Башкортостана. Видеоролик со словами, произнесенными в здравом уме главы республики, как народ в Башкортостане в одночасье стал шивалью и с ним не считается, доказывает о нарушении конституционных прав человека в республике Башкортостан. Оскорбление из уст глав районов – это пример самого главы республики Башкортостан. Рыба гниет с головы, главы Урале тому и подтверждением. Практически все с уголовными делами. А у кого их нет, это недоработка судей. Не судебной системы, а именно судей, что не исполняют законы Российской Федерации на территории Республики Башкортостан из-за ручного руководства с правительства Республики Башкортостан. Это подтверждает, что при Хамитове Конституция Российской Федерации не работает. Тогда вопрос, мы в составе Российской Федерации, на кого работает сам Хамитов? Ослабление экономической мощи региона, уменьшение человеческого ресурса, оттока населения, суицидальным ростом, смертностью населения, а вследствие ослабления самого государства. Это можно назвать как госизмена Хамитовым. Хамитов не то что уходи, Хамитов вали. Слов нет. Хайырлы кез, Джамагат, добрый вечер, Уфа. Я приехал из Бурзянского района, меня зовут Азат. Я буду говорить на русском языке, хотя на 100% я башкир и отлично владею башкирским языком. Почему? Потому что у меня 50 двоюродных только братьев и сестер, которые есть и русские, и татары, и башкиры. Чтобы не было трудностей в искажении перевода некоторым людям. Я, как сказал, я приехал из Бурзянского района. Района родины сказок, преданий и эпосов. Но с приходом господина Хамитова Рустама Закиевича сказка в моей родине не живет. Я не могу и не хочу понимать то руководство республики, которое говорит, работаем для людей, а фактически начинает грабить. Закрывает школы, закрывает детские сады, разрушает основу села. Я не могу и не хочу понимать
то руководство республики, которое говорит в лозунгах время созидания, а фактически начинает разрушать все и вся, разрушаемое и неразрушаемое в селе. И именно в башкирском сегменте, за Урале, где не могу и не хочу понимать то руководство республики, когда через зимний лес детям с топором в руках можно ходить, а взрослым мужчинам за неимением средств в лес нельзя заходить. Зайдешь в лес, останешься без штанов, потому что огромные штрафы за кошмаривание бизнеса. И в итоге люди пачками уезжают в другие регионы в поисках работы. На север. Мы что, мигранты? Мы коренное население. Мы жители республики. И мы хотим одного, чтобы наши дети росли в своей родине. Спасибо. Я хотел бы обратиться. Хочу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, как гаранту Конституции Российской Федерации. Я готов пройти пешком до Кремля с кураем в руках и рассказать о бедах своего народа, о бедах жителей республики, как это делали в старину мои предки, с верой в доброго царя. Но боюсь, что пока дойду, от республики не останется ничего, что создано было до этого предшественниками. Только вы можете остановить эту коррупцию, эту хамитовщину. Мои предки не зря защищали со времен Петра Великого Россию, общую нашу родину, от внешнего врага. Но, видимо, пришло время и вам защитить жителей республики от этого всего безобразия, что творится в последние годы республики. Сильный регион, сильная Россия. У нас только одно единственное требование. Хамитова Рустама Закиевича в отставку. Долой Хамитова! Хамитова, давай, до свидания! До свидания! О состоянии культуры Республики Башкортостан слово предоставляется заслуженному артисту Республики Башкортостан, лауреату многочисленному Амиру Тайгуну. Хайрликис, хурматлы афандлар һәм туташлар. Добрый вечер, дорогие соотечественники. Наши братские народы Республики Башкортостан, башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, удмурты издревле жили в братстве и дружбе, в любви, в согласии, всегда боролись за свою отчизну, за наш Урал, где мы уже многовековое время проживаем. Еще со времен Салавата Юлаева и Пугачева вместе боремся за свободу. У нас общая культура. Наши уникальные культуры обогащают друг друга. Но 7 лет назад к нам пришел Хамитов. И в первом же обращении к народу Башкортостана он заявил следующее. Нам не нужна традиционная народная культура. Нам не нужен башкирский фольклор. Мы построим свою культуру, современную субкультуру. Прошло 7 лет. И где эта культура? Прошло 7 лет. Создали ли эту субкультуру, так называемую? За 7 лет Хамитовым методом репрессий и гонений уволены более 40 видных деятелей культуры и искусства Республики Башкортостан. Я процитирую лишь некоторых. Аскар Абдразаков, Тагир Камалов, Ирина Махмутова, Хурматулла Утяшев, Рамин Гайзулин, Найля Байкова, Рустам Сабитов, Ахмед Искандаров, Расуль Карабулатов, Шаура Сарбаева, Дамир Абубакиров, Рустам Сулейманов, Тагир Искандаров, Эльвира Гайфуллина и многие другие. Это лишь тех, которые непосредственно служили в ведении подведомственных учреждениях Министерства культуры. А сколько уволено специалистов, педагогов детских школ искусств? А сколько закрыто детских школ искусств, сельских домов культуры, библиотек, музеев? Сколько уволены директоров
районных домов культуры и начальников управления культуры. Если посмотреть на это глубже, это означает, что вырезаны целый пласт людей, которые служат духовности, нашей культуре. И потому, дорогие сограждане, я вас всех призываю всем вместе сказать Хамитову нет. Долой Хамитова! Долой! Я кричу ох, ох, ой! Вы кричите долой Хамитова, долой! Ох, ох, ох! Хамитова, долой! Ох, ох, ой! Хамитова, долой! Ох, ох, ох! Хамитова, долой! Спасибо, Амир Агай. К сожалению, время нашего митинга подходит к концу. Заявилось очень много людей. Я приношу извинения, может быть, где-то уже целому десятку заявителей, которые не успевают выступить сегодня. Мы предоставим этот шанс в следующий раз. А сейчас я на сцену предлагаю выйти всем выступающим сегодня для того, чтобы мы могли принять резолюцию к вашему вниманию. Направление. Нормально? Резолюция митинга 20 июля 2017 года. Мы, граждане России, жители Республики Башкортостан, собравшиеся на митинг 20 июля в городе Уфе, выступаем за отставку действующего главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова. Его дальнейшее пребывание у власти грозит Башкортостану продолжением дестабилизации, ухудшением ситуации во всех сферах жизни и в конечном счете социальным взрывом. Наше требование продиктовано следующими негативными последствиями политики Хамитова Рустема Закиевича. Первое. Размытие основ стабильности как в общественно-политическом, так и социально-экономическом плане, в межнациональных и межконфессиональных отношениях, потеря управляемости некогда опорным регионом страны. Второе. Разграбление природных богатств республики, лес, недра, отданных в бесконтрольное владение различным предприятиям и корпорациям, в том числе и иностранным. Яркий тому пример печально известный деревообрабатывающий завод «Кроношпан», хищнически выкачивающий из нашего края ресурсы, достояние будущего поколения башкортостанцев. Третье. Уничтожение социальной и производственной инфраструктуры села, где проживает более 40% жителей Башкортостана. Сельчане фактически оказались брошены государством на произвол судьбы и вынуждены пополнять армию трудовых мигрантов, подобных гастарбайтерам. Уровень жизни населения не повышается, а идет в сторону обнищания. Четвертое. Массовая миграция из республики трудоспособного населения в поисках лучшей доли на север страны, в Москву, Петербург, Казань и даже за рубеж. Интенсивно из республики уезжает молодежь, которая не видит для себя будущее в современном Башкортостане, не чувствует авторитета власти и открыто об этом заявляет. Пятое. Резкое обострение межнациональных отношений, вызванное провокационной политикой администрации главы РБ, а также фактический отказ действующего руководства республики от удовлетворения национально-культурных запросов всех национальных групп, проживающих в Башкортостане. Дошло до того, что коренной башкирский народ стал ощущать себя неуютно у себя на земле. Нарушен баланс представительства народов в органах государственной власти, силовых структурах. 6. Циничное нарушение руководством республики и лично Рустемом Хамитовым норм экологического права, грубое попрание естественных прав населения города Уфы на чистую воду и воздух, упорное продвижение, несмотря на многолетние протесты жителей столицы, бизнес-интересов различных корпораций. Этот факт уже неоднократно косвенно подтверждает личную заинтересованность Хамитова в этом сомнительном проекте, не приносящем республике никаких экономических выгод, но наносящих колоссальный ущерб экологии. 7. Фактически отказ руководства республики от финансирования и развития массового спорта. Это наглядно говорит в пользу того, что Рустема Хамитова не интересует проблемы воспитания здорового подрастающего поколения.
8. Небывалый по масштабам размах коррупции, кумовство и клановость при распределении подрядов. Яркой иллюстрацией тому является история с уволенным за утерю доверия первым заместителем главы администрации города Уфы Филипповым, который, по данным различных источников, являлся близким к семье Хамитова. 9. Неспособность или нежелание Хамитова решать проблему обманутых дольщиков, число которых достигло в несколько тысяч человек и продолжает нарастать. Эта проблема напрямую касается, в частности, бизнес-интересов различных групп, тесно связанных, опять же, с семьей Хамитова, в связи с чем действия последнего для решения проблемы весьма ограничены. 10. Провалы почти всех инвестиционных проектов, о которых в свое время публично заявлял сам глава республики. Основной причиной тому явилась непродуманность проектов, высокий уровень государственной бюрократии и в итоге потеря доверия инвесторов. Постоянные коррупционные скандалы, полная фиаско в вопросах развития экономики и инфраструктуры, непопулярность среди населения правительственные решения стали результатом некомпетентности Хамитова в вопросах государственного управления, порой отсутствие элементарной порядочности и умения держать слово. Немаловажную роль в провале всех начинаний сыграла жадность представителей его клана, некомпетентность и непрофессионализм чиновников, нацеленных получать с инвестпроектов свою долю откатов. Накопившиеся проблемы в сфере национальной, религиозной и молодежной политики, экономики, науки, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, демографии, экологии, спорта требуют немедленного решения. Это нужно не только для башкортостанцев, это нужно для всей страны. Однако, по нашему глубокому убеждению, нынешняя администрация не способна их решать. 7 прошедших лет были потрачены лишь на пустые обещания, которыми ни один уважающий житель республики уже не верит, и на разрушение того, что было создано в предшественниках Хамитова, во времена Шакирова и Рахимова. В этих условиях мы, участники митинга, считаем, что действующий глава Республики Башкортостан должен подать в отставку. 2. Мы должны начать немедленно процедуру сбора подписей для запуска процедуры отзыва главы Республики Башкортостан. Причины своего недовольства работой действующего главы РБ участники митинга изложат в специально составленном обращении к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо. Принимаем эту резолюцию как за рабочую. Единогласно. Спасибо. Спасибо за то, что вы все пришли на сегодняшнее мероприятие. Мы понимаем, что это рабочий день, мы понимаем то давление, которое на многих из вас оказывалось. Но спасибо, что вы остались неравнодушными. Время нашего митинга подошло к концу. Мы его объявляем официально закрытым. Рахмат. Хамитова в отставку! Раз, два, три. Хамитов, уходи! Раз, два, три. Хамитов, уходи! Раз, два, три. Хамитов, уходи!
годы вспомнили, да? Нет, это у меня дети войны. Все расходимся. Имею трек порядка. Yes, yes, yes.